любовь к родине, Гэта нонсенс ці як? воспитать любовь к Лукашенко. Праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць. Такое себе, прямо скажем. Прызыў. Таких патриотов Беларуси можно воспитать. Тады ў гэтым недахоп. Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс, мы пачынаем новы сезон, паехалі! У гэтым выпуску мы пагутарым пра беларускае войска, яго плюсы, недахопы ды магчымыя шляхі рэфармавання. А дапаможа нам у гэтым ваенны эксперт Ягор Лебядок. Спадар Ягор, я сёння, можа, нават наіўныя і базавыя пытанні часам буду задаваць, бо шмат чаго мне не зразумела з нашай арміі і асабліва яе абароназдольнасцю. Пачаць хацеў бы з асноўнага, колькі чалавек наогул зараз налічвае наша армія? Значит, по количеству около чуть больше 47 тысяч человек военнослужащих и плюс где-то 15 тысяч ориентировочно-гражданского персонала. То есть вот такой количественный состав нашей армии. Вот. Ну, исходя из, так скажем, сложившейся обстановки вокруг и задачи, цели обороны, а также имеющихся ресурсов обороны, ну, считается, что это пока оптимальный такой вариант для нашей страны с точки зрения задач обороны и ее содержания армии. Ну, военным руководством нынешним, скажем так, считается это количество оптимальным. Такая колькасць гэта шмат ці не? На самом деле сложно сказать так навскидку, потому что это надо иметь действительно доступ к конкретным ресурсам, планам обороны, своим задачам. То есть нельзя однозначно ответить, много или мало человек в армии, не имея полного, так скажем, расклада сил и средств и противника и своих задач и прочее. То есть это вопрос не просто однозначного ответа. То есть так, количественный состав всегда подбирается под цели задачи. Если сейчас мы полагаемся на, условно говоря, зонтик России в обороне, то это одна цифра будет. Если мы будем полагаться на свою самостоятельную оборону, то вторая, на НАТО третья. То есть просто нельзя говорить о численности как некое там много-мало. Так тут не бывает вообще. Вот. Пока, говорю, то есть то, что есть, это считается у нас оптимальным. Содержанием оно уже достаточно длительный срок, такое количество, там плюс-минус пару тысяч человек. А ці ўсе часткі нашага войска аднолькава развітыя, альбо ёсць нейкія адставанні, кшталту, калі авіацыя горш фінансуецца за наземныя войскі? Все силы и средства пытаются подтягивать вплоть до транспортных войск, то есть так или иначе. Вопрос, конечно, финансирования в кадрах, это есть во всех родах войска и проблемы, и плюсы, и минусы. Понятно, что основной упор там делается с года 14-го, может, чуть раньше, на силы специальных операций, да. Вот. Авиация, немножко закупается, 4 самолета поставили, Су-30. Сухопутные войска что-то тоже там немножко идет. Туго, в зависимости от наличия финансов, но тем не менее какая-то модернизация техники идет, хотя новой, прямо скажем, боевой не закупается. Там ни танков, ни бронетранспортеров, ничего. То есть только модернизируются новые. Хотя есть планы закупки российских БТР-80 новых, но пока они что-то не реализовываются. То есть, по мере, возможностей что-то модернизируется, да, но на данный момент, может, теоретически с опорой на Россию достаточно, но если говорить о какой-то перспективах, среднесрочных лет на 15-20, конечно, нужно серьезное трансформирование, перевооружение и так далее. Ці паспелі мы нешта адметнае распрацаваць, у нейкіх сферах дасягнуць поспехаў? Да, это прежде всего средства радиоэлектронной борьбы, автоматизированная система управления. Это то, что еще, так скажем, с советских времен хороший задел потенциал был. И он, в общем-то, сохранен и развивается в той или иной степени. Производство боевых каких-то систем, сейчас начинается по чуть-чуть, так скажем, эти шаги от автономных, например, роботизированных систем боевых до бронетранспортеров, точнее бронеавтомобилей, правильно сказать. Даже и бронетранспортеры, да, МЗКТ недавно показал В2. То есть идет попытка, так скажем, наладить свою технику уже для вооруженных сил, но, понятно, непосредственное средство поражения, как то пулеметы, допустим, да, боеприпасы, этого у нас своего нет. Есть Кидмотек, которая делают свои автоматы и патроны, но это все равно во многом пока российские комплектующие. Ставят задачу, конечно, перехода на автономное, но пока, в общем, это еще такой начальный этап. Но, тем не менее, надо сказать, что направление правильное. Выход на собственное обеспечение хотя бы такими основными боеприпасами типа для стрелкового оружия. И, соответственно, само стрелковое оружие. То есть со средствами поражения у нас проблема, только полонез, можно сказать, но и то это фактически благодаря Китаю.
А так, в большей степени, да, это средства вот автоматизации, повторюсь, радиоэлектронной борьбы, связи и тому подобное. То есть, не наносящие прямой летальный ущерб противнику, скажем так. Ну и плюс модернизация. Модернизация советской техники, там широкой номенклатуры от авиации до бронетехники. У інтэрнэце сустракаюцца рэйтынгі армій краін свету. А як бы вы ацанілі баяздольнасць нашай арміі, якія ў яе плюсы наогул у параўнанні з суседзямі? Боеспособность армии определяется только в боестолкновениях. Ни новых критерий никакого нету. Точнее, их можно придумать кучу, можно расставлять всякие рейтинги, но это все так, не знаю, для кому-то выделение средств дополнительных, для кого-то это просто потешить самолюбие. Но, повторюсь, никакого критерия для оценки боеспособности армии, кроме как войны, нету. Войны у нас давно нету, поэтому тут сложно сказать, насколько она боеспособна. Но опять же, тут боеспособность надо понимать, это автономная армия, как сама будет защищать, или это будет защищать в составе там коалиции, например, там с той же Россией, да? То есть это достаточно расплывчатые такие все эти критерии, на мой взгляд. Там просто оценка количества сил, так скажем, живой людской силы, количество бронетехники, это да, можно. А непосредственно по боеспособности, это такое себе, прямо скажем. Всегда можно говорить, что наша армия всегда самая лучшая и прочее. Все так говорят, пока не начинается война, это тайный проигрыш. Потом начинают искать виновных. Поэтому, на мой взгляд, это все такое условности, прямо скажем. И сказать, повторюсь, насколько боеспособна армия, без войны нельзя. А калі проста армію параўноўваць з арміямі краін суседак, якія ў нас моцныя бакі? Само собой, пытаются наши заимствовать опыт применения войск и международной и прочее, и внедрять его в практику подготовки войск. Это давняя практика и правильная практика, да. Переоснащение какое-никакое под эти цели ведется. Работа в направлении, так скажем, усиления применения своих войск, разнообразия применения по целям и средствам и так далее, это, конечно, ведется, да. Но наша армия в регионе единственная не воевавшая за все долгие года. Может, какие-то обкатку там проходили офицеры сил специальных операций, но это, тем не менее, не подразделения. То есть и Украина воевала, и Россия воевала, и польские, и литовские спецназы были, в том числе и в Ираке, и в Афганистане и так далее, да. То есть и латвийские даже силы так или иначе где-то там задействованы были. По чуть-чуть, понятно, по чуть-чуть, конечно, но тем не менее все они были задействованы. У нас только там, группа каких-то офицеров в миротворческой операции в Ливане. И то там с большего медики фактически. То есть наша армия единственная, которая действительно не участвовала в боевых действиях, даже хотя бы, так скажем, на уровне каких-то подразделений, которые бы там постоянно присутствовали, перенимали опыт. Кроме, как повторюсь, этой миротворческой операции в Ливане и, еще там пару человек в миссии ОБСЕ в отдельных районах Луганской и Донецкой областей на линии разграничения в составе миссии ОБСЕ. То есть в плане, я говорю, это минус то, что малое участие войск где-то за рубежом. Я не говорю, что нам надо воевать, но есть ряд миротворческих миссий, где можно было действительно полноценно участвовать и перенимать опыт. В этом направлении тоже, так скажем, шли активные работы, активные действия нашего департамента международного сотрудничества. Пытались и в Ливане расширять, и иные направления, но пока по факту видите, что ничего нет в этом плане. То есть опыт перенимается, безусловно, анализируется последний опыт боевых действий в различных точках мира. Это все пытается внедрять, на учениях апробировать, но, повторюсь, одно дело учение, другое дело война. Немножко это разные вещи. Но в плане именно перенятия опыта, внедрения в практику, тут ничего не скажешь, более-менее все идет в этом плане, по крайней мере, в правильном направлении. У сувязі з апошнім крызісам, звязаным з мігрантамі на нашых заходніх межах, паўстае пытанне, наколькі тыя межы наогул абароненыя. Ці ёсць нейкі перакос, калі на захадзе нейкіх баз і войскаў болей, а праблем на паўднёвым кірунку мы, атрымліваецца, наогул не чакаем? Так естественно, выстраивается, я же говорю, распределение сил и их состав в зависимости от наличия союзников и эвентуальных противников, скажем так. То есть, понятно, у нас всегда Запад враг, союзник Россия, Украина была, СНГ и то все. Поэтому у нас выстроены два основных командования, западное и северо-западное. То есть Польша, Литва и Латвия. Основные направления. Силы сосредоточены с учетом того, что как раз в первую очередь прикрываются эти направления. Граница, усиление границы отрабатывается очень давно вооруженными силами. То есть и все знают, куда какие части должны быть для прикрытия границы на время ЧЕ, так сказать. Не на время ЧЕ, а для усиления, либо уже непосредственно для ведения боевых действий. Украина долгое время рассматривалась, конечно, как скажем так, не противник, да, то есть южное командование у нас еще давно, наверное, с года
4-го планировали создавать, но так и не ну как планировали, не планировали, а обсуждали, нужно ли не нужно создать, когда там первая оранжевая революция произошла. Но так оно и не было создано, по крайней мере, развернутое боевое командование. И на этом направлении нет таких сосредоточений сил. Там сейчас, вот если смотреть, анализировать там литературу и в том числе и замысел даже с Запада, то на том направлении, учитывая еще географию местности, ожидается максимум засылка диверсионных групп, каких-то незаконных вооруженных формирований, и, соответственно, противодействие им. А противодействие за счет применения территориальной обороны и сил специальных операций, которые можно быстро перебросить. То есть вот там прикрытие, скажем так, вот таким путем видится. Не то, что мы там будем разворачивать какие-то бригады, батальоны, тактические группы механизированные и так далее, а именно за счет территориальной обороны, сил пограничников, сил внутренних войск и сил ССО, как уже ударной силы. На России понятно, что никакого направления у нас в принципе нету, потому что союзник формально. Вось вы прыгадалі закідванне на тэрыторыю рэспублікі нейкіх узброеных груп, і ў мяне ёсць пытанне. Вось пасля падзей жніўня мінулага года шмат беларусаў былі вымушаныя пакінуць краіну і часам нават нелегальна нейкімі патаемнымі сцяжынкамі праз балоты, лясы. Атрымліваецца, у нашай абароне на мяжы ёсць слабыя месцы. Калі зараз могуць цывільныя проста так прасачыцца, дзе тады гаранты, што памежнікі не заўважаць і нейкія ўзброеныя атрады? Само собой, вы же там тотально границу не перекроете, это очень сложно сделать и затратно, да, это усиливать надо и пограничный контингент и прочее. Тем не менее, способы есть как этого прикрытия, и то, что граждане наши быстро выходили, это не говорит о том, что обязательно дырка, это может говорить о том, что это нужно было властям, и, скорее всего, это и видно. То есть сами видели, насколько власти лояльны к этим всем выездам и депортациям, потому что это фактически была плановая депортация. Вот как раньше в ГУЛАГе отправляли, сейчас, понятно, так же не сделаешь, да еще и содержать надо. Проще выгнать людей из-за страны и все. И, соответственно, не препятствовать выезду теневыми какими-то даже путями. Просто-напросто, грубо говоря, дали зеленый свет на выезд. Как для мигрантов, так, я имею в виду нелегальных, так и для тех людей, которые опасаются преследования в Беларуси и выезжают за границу. То есть я бы сказал, что здесь больше просто дали зеленый свет, нежели это говорит о том, что у нас очень плохие дырявые границы. А с Украиной понятно, что все-таки менее охраняемы. С Россией вообще не охраняемы, с Украиной менее охраняемые направления границы. И логично, что там, конечно, выйти значительно проще, чем, например, на направление западное. Мое мнение, что это как раз просто дали в большей степени зеленый свет, нежели это там прям вот так вот легко организовали эти переходы самостоятельно, и никто о них знать не знает. Калі ў тым жа інтэрнэце беларускія патрыёты ўздымаюць дыскусіі аб тым, як падняць абароназдольнасць нашай краіны, то можна сустрэць меркаванне, што нам патрэбныя такія развітыя войскі тэрытарыяльнай абароны. Як у той жа Фінляндыі, дзе людзі з досведам службы ў арміі ў гадзіну Х дапамогуць краіне змагацца з ворагам. У той жа час у Беларусі такія войскі намінальна ўжо існуюць. Ажно з 2002 года і агульная колькасць, я сустракаў такую лічбу, ацэньваецца ў 120 тысяч. Ці можна тады нашу сістэму войскаў тэрытарыяльнай абароны параўнаць з той же самой фінскай? Нет, конечно. И по целям, по задачам, а самое главное по комплектованию и боевому духу участников территориальной обороны. В чем разница? У нас, скажем так, это больше бумажная пока все-таки это территориальная оборона, хотя да, последний год-два ее пытаются активизировать учения, но учения в любом случае это не партизанские, в большей степени готовят, как в случае, если нашу территорию вдруг захватят, к чему готовятся например, литовцы, финны и так далее, да. А это, соответственно, нужно готовить к партизанским действиям. У нас, если вы посмотрите все учения, это просто как внутренние войска, так скажем, в упрощенном виде. То есть это силы, которые будут контролировать какие-то объекты и якобы бороться с диверсионно-разведывательными группами. Как будут если наши пузанчики, условно говоря, запасники бороться с какими-то дельта-форс или тому подобными, честно говоря, это, конечно, у всех такую ухмылочку всегда вызывает. Бумажно она есть, управленческая система тестируется постоянно, да, но подготовка личного состава для действительно серьезного противодействия противнику, конечно, это очень хромает. Хромает она еще и в большей степени по то, что я говорю, боевому духу. Если финны, допустим, литовцы
им без разницы, какая власть в государстве, да, они защищают Родину. То тут у нас все ставится в главу угла защита вот как раз действующей, Лукашенко, условно говоря, и придворных его. Логично, что какой стимул гражданина идти и защищать его? Нет абсолютно. Более того, в ряде стран, там той же Швейцарии, например, и прочее, где оружие у населения может быть хранится в сейфе, допустим, это повышает и скорость развертывания, да, и прочее. А Лукашенко, само собой, оружие не раздаст нелояльным. Это тоже как бы фактор. То есть и множество таких нюансов. Само собой, в наших условиях территориальная оборона должна быть обязательно. Мы живем не в мире, вокруг нас там розовые бегемотики, да, условно говоря. То есть нам армию нужно сделать сильную и свою национальную. То есть когда там восточный сосед говорит, что мы недонарод, да, и наше место там в единой России, условно говоря, вокруг там непонятно, что происходит. То есть у нас должна быть опора на свои силы. И логично, что опора должна быть не только на действующий компонент армии, но и вот на народ фактически. То есть народ сам себя обороняет. Конечно, территориальная оборона в этом смысле важна, нужна, но это действительно ее нужно формировать очень серьезно, подходить к этому делу. Не абы как было, да, и там набор своих лояльных на первое время, а действительно как народный компонент. То есть это очень важная задача, которая не решается за год-два, прямо скажем. Как необходимая часть нужна. Принципы ее применения в Беларуси тоже на бумаге очень правильные. В общем-то, управленческие эти тренировки не проводят тоже как бы правильно, но повторюсь, что это в большей степени на какие-то комендантские функции, нежели на действительно территориальную оборону, как она должна была быть в наших условиях. На мой взгляд, по крайней мере. Вы прыгадалі і такую тэму, як Лукашенка і беларуская армія. Шмат хто адзначаў, што нягледзячы на складаную для ўладнай сістэмы сітуацыю летась, кіраўнік дзяржавы вырашыў армію ўсё ж такі не чапаць і не прыцягваць. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што ён не хоча ўцягваць гэты бок у канфлікт, то бок не давярае вайскоўцам па нейкіх прычынах, ці ёсць іншае тлумачэнне? Да нет, это как он и говорил, что армия в резерве была. Само собой, что применять армию там массово для таких случаев, это естественно, что и военным это не нравится, да, и вывод курсантов там военной академии общевойсковых и прочих факультетов. Это все нормально военным не нравится. То есть сколько можно эти россказни слушать про цветные революции, что война начинается через массовые беспорядки, это то, что расскажет. Это, конечно, все хорошо и красиво, но как бы видно, что на улицах происходило совсем не то. По крайней мере, уже точно с 13 августа совсем не то, да, я уже не говорю про 16 и так далее. То есть и логично, что задействовать это, напряженность в армии создавать, пока не начали стрелять, убивать, смысла особого нету. То есть поэтому и не привлекал он особо военных, за исключением там, может, каких-то частей, где не выцепления там постояли, скажем так. То есть, и расчет сил, само собой, то есть тех, кого набрали, там, включая запасников там, бывших этих внутренних войск, ОМОНовцев и так далее, то есть этого хватило. А дальше, соответственно, привлекать нет смысла. Логично, что армия это достаточно массивный контингент, в котором там различные мнения, суждения и так далее, и лишний раз втягивать в это смысла тоже особого не было с точки зрения и роста там напряженности. Но, тем не менее, заморал он все силы, это видно. По крайней мере, наверху, скажем так, на начальствующем уровне. Перейдзем до такой вялікай тэмы, асабліва актуальнай для хлопцаў з рэгіёнаў, прызыў. Ці патрэбны ён у Беларусі і ці нам можна ўжо пераходзіць да контрактнай прафесійнай арміі? Чтобы вы понимали, 60% у нас уже контрактная армия, если верить Макарову. То есть, конечно, нужен призыв однозначно, нужен в наших условиях. И даже на страны Балтии, посмотрите, которые сейчас переходят снова к призывной функции. Суть призыва — это не армия, как там все говорят, нынешняя армия, да, суть призыва — это комплектование мобилизационного резерва, в том числе то, что мы говорили для территориальной обороны. И в этом основная задача призыва состоит. Не только поддержание армии в нынешнем количественном составе для, так скажем, оперативного быстрого реагирования на вызовы, но и подготовка прежде всего как раз этого мобилизационного ресурса, который нам, повторюсь, надо, если мы хотим защищать свой народ, а не полагаться там на каких-то абстрактных дядей типа НАТО либо России. А што ў нас зараз з альтэрнатыўнай службай? Наколькі яна развітая, якія ў яе недахопы ў параўнанні з іншымі краінамі? Я альтернативную службу у нас как таковой вообще не считаю. Если брать Конституцию, там и этот долг защиты Республики Беларусь, да, долг каждого гражданина, то альтернативная служба у нас к этому не имеет никакого отношения. Хотя в той же статье Конституции там есть часть про альтернативную службу.
Поясню почему. Под защитой подразумевается там прежде всего вооруженная защита, да. Понятно, защищать страну можно и уплатой налога, и там воспитывать детей и так далее, доходить до любых абстракций. Все работает на безопасность страны. Но речь об вооруженной защите, то есть о функционировании армии, пограничных комитетов, иных силовых структур. И то, что у нас заменяется какой-то альтернативной службой, там, не знаю, медицинских учреждениях, еще что-то, это фактически просто трудовая повинность, не имеющая отношения к защите Родины. Даже у нас, кстати, альтернативная служба не армия, не Министерство обороны курирует ее, а Министерство труда и соцзащиты. Да? То есть это просто трудовая повинность за 1,5 бюджета прожиточного минимума. Никакого отношения к защите Республики Беларусь не имеющая. Это раз. Во-вторых, если говорить о ее развитости у нас, то, опять же, так скажем, вспоминая того же Макарова, пресс-секретаря идеологического управления МО в прошлом году, который был, он говорил таких цифр порядка 10-20, десятки человек в год. То есть переходят на альтернативную службу. Значит, по нашим условиям на альтернативную службу могут, так скажем, переходить лица, которые по религиозным, так скажем, убеждениям не могут принимать присягу, с вооружениями иметь дело, да, но не просто по религиозным убеждениям, а в той степени, которая препятствует прохождению воинской службы. То есть вот эту степень нужно доказать. Вы же сами видите, что у нас как православие доминирование, его еще ширят, а священники у нас и в армию лезут, освящают постоянно на присягах военнослужащих и прочее. То есть православие, быть православным — это никак не та степень, которая препятствует несению службы, да? То есть вот это надо еще доказать. И есть специальные комиссии, на которых это обсуждается, то есть в какой степени ты настолько религиозен, что прям не можешь взять автомат в руки, условно говоря. И это тоже очень проблемно доказать, поэтому и маловато людей. Но возвращаясь к сути альтернативной службы, то есть я ее вижу, если ее делать, если такие убеждения у человека есть, да, то в армии самой вооруженных сил много есть каких обязанностей, где не соприкасаешься с убийством, с оружием, и даже по войне не будешь соприкасаться. Условно говоря, от поваров до похоронных команд, которые салюты дают. От санитаров в медгоспиталях до, просто уборки территории части. Это та часть службы, которая отвлекает военнослужащих уже, так скажем, которые призваны в вооруженные силы, от совершенствования своего мастерства военного, да. То есть внедрение как раз в альтернативную службу таких вооруженной силы, я имею в виду людей, которые по религиозным убеждениям не могут иметь дело с оружием, с убийством и так далее, да, как раз они могут разгрузить непосредственно вооруженные силы, чтобы улучшить их боевую подготовку, да, либо сократить срок службы. Тут, в зависимости от количества. Срок службы, наверное, вряд ли на это повлияет, но как минимум разгрузить военнослужащих, которые призваны убивать, будем говорить как есть, да, чтобы они совершенствовали свое мастерство, это было бы альтернативной службой, по смыслу, которая соответствует защите Республики Беларусь. А то, что у нас, повторюсь, это просто трудовая повинность, ничем не базирующая абсолютно, если рассматривать ее с точки зрения сути Конституции. То есть это не защита Родины, это просто, максимум какая-то обязанность социальная, не знаю, точно не имеющая отношения к защите Родины. Поэтому, на мой взгляд, у нас это все исковеркано, направлено не в ту степень, которую надо. И, благо, что, или благо, или плохо, хорошо, не знаю, что это просто мало людей на это переходят, основные, так скажем, идут на уже вооруженную службу. И плюс надо же учитывать, что у нас маловато призывного контингента становится, поэтому на альтернативную службу еще меньше людей будут отправлять, потому что надо комплектовать вооруженные силы. В большинстве своем я даже не знаю, кто у нас, так скажем, отмазывается от службы, переходит на альтернативную. Даже самому, честно говоря, сейчас стало интересно вообще. Какой-то религиозной конфессии люди, и как они доказывали свою убежденность такую. Про праваслаўе тут адразу прыгадваецца вядомая трыяда праваслаўя, самадзяржаўя, народнасць. А з іншага боку, не толькі ж па рэлігійных перакананнях можна не хацець служыць у войску. По закону только по религиозным написано, по религиозным соображениям, убеждениям. Атрымліваецца, тады ў гэтым недахоп, таму што, наколькі мне вядома, у той жа арміі Нямецчыны ты можаш нават не тлумачыць сваё нежаданне служыць са зброяй у руках. Проста ты тады скіроўваешся на перыяд службы нейкім санітарам, каб змагацца з ковідам у шпіталі. Правильно. У нас получается
дискриминация такая. Атеист почему-то не может иметь, по определению законодателя, не может иметь убеждения не убивать, да, вот с чего вдруг, казалось бы. Если ты хочешь прожить жизнь просто хорошим человеком, не убивая людей, там, либо не содействия этому. С чего вдруг, условно говоря, какой-то религиозный человек имеет на это право, атеист нет. Поэтому тут тоже дискриминация как бы таковая есть, да. Но, повторюсь, у нас в наших условиях это как бы мало развитая такая тема, то есть, понятно, все равно будут упор делать на комплектование вооруженных сил, и обосновать свою вот эту убежденность будет, но проблемно. Будут стараться на комиссиях в любом случае как-то переводить все равно на именно вооруженную службу в вооруженных силах. Вот. Поэтому, да, есть же еще нюансы, что бывает, там отказываются принимать присягу, были такие случаи раньше, по крайней мере, сейчас даже не знаю. На мой взгляд, суть альтернативной службы — это как раз вот так скажем, она должна быть направлена на содействие вооруженным силам для разгрузки как раз вот людей, которые непосредственно служат. Сейчас же это может быть, пожалуйста, не хочешь убивать, вопросов нет, есть IT-роты, условно говоря, какие-то, да, предприятия ВПК, которые нелетальное оружие делают, там, в том числе вот эти системы РЭП, например. То есть туда можно призывать, так скажем, людей. То есть направление, куда людей задействовать именно в целях защиты государства есть. И не сопряженное с убийством людей, ну, потенциальным даже убийством людей, скажем так. Но вот заменили, сделали просто, что ты должен идти на 1,5 бюджета прожиточного минимума, работать 2 или 3 года, условно говоря, там, утки выносить. Так то же самое можно делать в госпитале, там, 432 или еще где-то. А по войне таких людей еще больше надо будет. А калі вярнуцца да тэмы прызыву, якія зараз умовы для новабранцаў, што з той же самай дзедаўшчынай і ці дапамог кейс Коржыча нешта выправіць? Ну, конечно, эта тема освещалась, поднималась там и на внутренних всяких там читках, приказах и так далее, да. Ну, дедовщина как, она не всегда только упирается в армию, да, то есть дедовщина — это отражение общества, так скажем, то же самое. Ну, плюс, учитывая армию, это мужской коллектив, где в мужских коллективах всегда доминирование есть. Чем меньше интеллект, скажем так, людей, тем более это в жестких формах и извращенных будет проявляться. То есть это не только проблема армии, ну, понятно, в армии она просто очень хорошо концентрируется. Та же дедовщина есть и на предприятиях, и в дворах, так скажем, просто она, ну, не так жестко выражена, потому что есть законодательство, есть система работы и так далее. В армии, понятно, это все очень концентрировано и действительно во многом зависит от попустительства, там, допустим, офицеров и так далее. Да, это есть, само собой, искоренить ее пока у нас там общество не преобразуется, тоже проблемно. Хотя в той же американской армии там и так далее, это тоже встречаются эти неуставные взаимоотношения, скажем так, по различным направлениям. Повторюсь, потому что здесь именно факторы природные работают. Прежде всего, это мужской коллектив, это факторы развитости изначально до прихода вооруженной силы, это, так скажем, база знаний и интеллект, это доминирующее. Если у нас, там, условно говоря, низкий интеллект у людей, которые приходят и не смотрят, что творится в стране, там, когда с экрана ты видишь, кто-то там гневно разносит каких-то этих министров и тому подобное, товарищ один, да, то почему ты будешь вести себя по-другому в армии или где-то на предприятии даже? То есть это на самом деле проблема комплексная. Да, конечно, повторюсь, она во многом и законодательно регулируется, и на самом деле проводятся и зачастую суды показательные в вооруженных силах за дедовщину там, и тому подобное неуставняки. То есть это все есть, работа ведется, тут же ничего не скажешь. Но проблема комплексная. Чтобы ее полностью искоренить, это нужно, чтобы не было предпосылок таких вот изначально, кто эту дедовщину будет реализовывать. То есть не будет приходить человек, для которого, вот, условно говоря, отправить кого-то стирать носки там, либо избивать, это не норма бытия. А сейчас, к сожалению, у многих это как бы нормально. Для приходящих ребяток, ну, из деревень, как правило, и тому подобное. То есть, если посмотреть армию, то всегда видно какой-нибудь 18-летний паренек из деревни, да, он всегда построит там даже после высшего образования 22-летних там ребят. То есть это я лично видел и прочее. Тут, повторюсь, это вопрос и в том числе личной какой-то вот такой вот состоятельности, как мужчина себя. То есть не давать себя в обиду, это же тоже фактор дедовщины на самом деле. По части, скажем так, вот выездов на полигон или боевых действий, вот эти ребятки из деревень, да, они более, скажем так, толковые солдаты получаются, чем даже вот с высшим образованием ребята иной раз. Я не скажу по процентному отношению, но вот даже там по своему личному опыту, когда служил, видел и в дальнейшем, то есть это ребята менее прихотливые, это то, что надо для боевых действий.
Это ребята более концентрированы на задачах. Это, кстати, вот плюс, ну как и минус, и плюс одновременно воспитание и образование. Ты не думаешь о каких-то там высоких материях, ты думаешь о простом вот выживании и бытии на своем месте. То есть они, как правило, для себя быт мелкий обустраивают быстрее, да, они более исполнительны в плане приказов. То есть это такой и плюс, и минус одновременно на самом деле. И вот это в мирное время, ну, дедовщина, она всегда в большинстве своем в армии не воюющей. То есть когда людям нечем заняться, условно говоря, там всегда начинаются вот такие дурацкие перекосы. Ну, это и в гражданском секторе такая же ерунда, если формалистика в работе и прочее, там всегда начинается какая-нибудь ерунда, да, а не работа. Так и в армии. Если армия не воюет, там будет дедовщина более процветать, чем в армии воюющей. Воюющие тоже такое бывает, конечно, но значительно меньше. Почему? Потому что ты от того, которого на гражданке ты бы мог избивать там, или истязать, да, на войне ты от него зависишь, жизнь твоя зависит. Соответственно, это все упраздняется достаточно быстро. Но в целом, если говорить о дедовщине, повторюсь, это проблема комплексная не только армии, но и общества в целом. То есть кто приходит в армию? Вы же поймите, в армию не приходят какие-то там ангелочки, да, как их всегда представляют. Разные люди приходят и по интеллекту, по образованию, по воспитанию, по моральным качествам, очень разные. Кому-то армия помогает, кого-то, наоборот, да, калечит там сознание и, ну, и так скажем, физически. Хотя все меньше все-таки таких случаев. По крайней мере, в сравнении с 90-ми точно меньше. Акрамя дзедаўшчыны, калі казаць пра побытавыя ўмовы, што з імі зараз? Ці дагэтуль служаць у парцянках і як ставіцца да тых жа гісторый пра салдатаў, што за ўвесь перыяд службы стралялі толькі аднойчы? Ну, вещевое довольствие, скажем так, улучшается, определенно улучшается, вплоть до того, да, ну, даже если по закупкам посмотреть, вот, которые проводит Министерство обороны, да, то есть и наколенники даже закупают то, что раньше и подумать никто не мог. Вот, на берцы переходы и прочее, то есть вещевого имущества, ну, то есть будем говорить как есть, форма одежды, да, оно улучшается. Ну, по мере, опять же, повторюсь, то есть деньги там и так далее. Но это однозначно улучшение идет, в этом прогресс видно. Конечно, можно, если хотеть, там, не знаю, хайксовские берцы, там, форму какую-то, там, гортексовские носки и так далее, да. Хотеть можно, но надо понимать еще и какие средства у государства есть. Но, тем не менее, улучшение в этом направлении есть. Касательно стрельбы, ну да, бывают такие части, где действительно стреляешь там, первый ус или начальный ус выполнил, и вся твоя стрельба. Да, такие случаи, к сожалению, бывают. Но, повторюсь, это зависит от части. То есть, понятно, там в 120-й бригаде, допустим, где передовые части, или там в 11-й и так далее, понятно, что там ребята стреляют часто и на полигонах, и просто находясь в ППД, выходя на полигоны там при частях, вот, то есть это часто. Какие-то части, само собой, могут там очень редко стрелять, условно говоря, какой-нибудь техник, ну не техник, там на авиабазе какой-нибудь там, не знаю, солдат, выполняющий функции там обеспечения, то есть понятно, что он может там с Калашникова пострелять очень даже нечасто. Некалькі месяцаў таму стала вядома, што ў сярэдніх школах з гэтага навучальнага году будуць таксама і заняткі па ваенна-патрыятычнай адукацыі. Як вы ставіцеся да гэтага новага ўвядзення і да існавання наогул нейкіх асобных ваенна-патрыятычных класаў у школах? Конечно, как к самой системе ставлюсь положительно, да, повторюсь, я же говорю, что нам нужно воспитывать свой народ на защиту себя, да, а это тоже нужно к этому учить. Не придут в армию просто так добровольно люди, если не готовить хотя бы какую-то часть вот людей к патриотическому воспитанию и к службе изначально, да, это проблема всех стран, подчеркну. У нас здесь ничего нету кардинально нового абсолютно, не с Америкой сравнение, там же возьмите скаутские движения, например, да, там нет, наверное, патриотических классов таких военных, может и есть, честно говоря, не скажу. Но во всех странах есть всегда вот какие-то такие патриотические движения молодежи, потому что все понимают, что нужно готовить контингент для защиты Родины. Ну, защиты в данном случае уже в более широком виде. То есть не только там прям оборона, но и, в принципе, патриотичность воспитывать надо, само собой. Другое дело, что во всех странах воспитывают любовь к Родине, у нас это попытка воспитать любовь к Лукашенко. Вот в чем большая разница. И не только к Лукашенко, а еще и базис воспитывается не национально-государственный, берется за основу воспитания патриотического, а советско-российский. И, конечно, каких патриотов в Беларуси можно воспитать на этом. Но таких же, как и Республики Бурятия, условно говоря, да, какая-то там вроде бы автономная республика, но которая почему-то в ореоле жизни всегда Российской Федерации как неотъемлемая часть бытия прям-таки белорусского народа. То есть здесь вопрос не наличия самих классов и системы воспитания как таковой. Это все нужно, безусловно нужно.
Вопрос, какие базовые ценности для воспитания патриотов в Беларуси берутся. Советская система и российская всегда воспитывает любовь к власти. Конечно, называют это любовью Родины, потому что Родину всегда отождествляют с тем, кто сейчас стоит у руля. В нормальных странах это разделение есть. То есть ничто не мешает гнобить в сетях президента, там, того же Трампа, например, да, и в то же время выполнять его приказы в окопах, там, ну, потому что ты служишь как бы Родине, и это легитимный президент, который отражает, там, условно говоря, мнение большинства Родины. У нас это и в России это всегда исковеркано. Поэтому как средство это правильное и хорошее, а как его использование в настоящее время это крайне плохое и негативное. Тут вось нядаўна трохі рэзанансу нарабіў зварот аднаго актывіста да міністэрства абароны. Справа была ў тым, што шмат у якіх з нашых вайсковых вучэльняў можна ўбачыць плакаты з выявамі слынных вайсковых дзеячоў. І справа не толькі ў тым, што вялізная іх частка рускія, але некаторыя з іх, ну так атрымалася, ў гісторыі Беларусі адыгралі супярэчлівую ролю. І той же самы Пётр I, чые войскі падарвалі Сафійскі сабор у свой час у Полацку, ды і забілі яго манахаў, ці той же самы Сувораў. Міністэрства абароны ў сваім адказе сказала, што з гэтым як бы ўсё окей. А як вы лічыце, сама наяўнасць тых самых аднайменных сувораўскіх вучэльняў у Беларусі, гэта нонсенс ці як? Нет, так я повторюсь, это все то же самое, что мы вот только что говорили. Это часть системы воспитания, ну в данном случае уже военных кадров, которая как система нужна, но в том виде, в котором она есть, это негатив для Беларуси. Вот то, что озвучено и Суворов, там герой, и Петр I, да, и так далее. То есть это то, о чем я говорю, что базис воспитания взят советско-российский, не белорусский, то есть не национально ориентированный. Вот в этом основной негатив всего этого так называемого патриотизма, который вкладывают в головы там, детям и более старшему поколению. Понятно, что в будущем можно назвать там школу воспитания патриотов, там, либо, не знаю, просто военное училище там, молодого состава, или как угодно их хотите, можно назвать. Тут же вопрос не в названии, а что там будет. Поэтому я говорю, то есть основа это что взято за базис воспитания. Сейчас за базис взята Россия фактически. Ну, Советский там, Союз, там, Россия, в том или ином виде в любом случае это Россия. Здесь дело не в названии, а как раз-таки именно вот в тех исходных посылах, на которых воспитывается патриотизм и будущие военные кадры, ну и не только военные кадры в целом. Зразумела, што ў гэтай справе шмат сыходзіць ад дзяржавы, але што рабіць з мысленнем людзей? У нас жа ўсё войска спрэч прарасійскае, з ностальгіяй па вялікім магутным Савецкім Саюзе. Як змяніць гэтую сітуацыю? Ну, насчет пророссийскости, это тоже такое же прямо, то есть то, что я говорю, советская идеология воспитывается, да, это, конечно, советско-российская, это, конечно, дает свое давление, но, повторюсь, у нас больше уже все-таки люди с советской присяги отходят там наверха на пенсию, вот, приходят более уже присягу давающие белорусской, ну и для которых как минимум, как я называю, работает местечковый патриотизм. То есть, да, вроде идейно, там, Россия, наши братья, союз, друзья, там, все такое, но, тем не менее, вот, как понимание, что, ну, как минимум, это наша земля, которую надо защищать от всех, оно есть. Вы же возьмите та же самая украинская армия, что там, добровольцы были с каких-то там, я не знаю, другого космоса? Нет, это те же воспитанники советских школ. Только они шли добровольно, там, добробаты идти защищать Украину. Ну. И сейчас там основа там, генералитета того же или подполковников, это те же выходцы из советских войск. Никаких других же нету у нас, понимаете? То же самое в Украине и в Беларуси. И они также защищают Украину, как и, условно говоря, у нас бы защищали там Беларусь. То есть это тоже такой навязываемый миф, ну, как миф. Педалируется эта тема больше, чем нужно, что прям пророссийские сдадут все и прочее. Меняется менталитет, меняется поколение, все идет. Да, этот фактор идеологический, советско-российский, конечно, он, скажем так, не способствует развитию уже действительно национального самосознания, патриотизма как народного, то есть своей независимости страны и так далее, но как минимум вот эти процессы, что идут, смена поколений и, в принципе, понимание независимости, как минимум, они формируют, как я говорю, если не народный патриотизм, такое понимание самобытности народа и так далее, то как минимум местечковый. На данном этапе хотя бы вот это тоже хорошая такая тенденция. То есть с этой можно уже более легко воспитать и патриотов действительно белорусского, ну, национальных патриотов, скажем так, ориентированных действительно на Беларусь, на какие-то там внешние факторы. В том числе и в плане мышления и своих героев. Шмат хто з беларусаў зараз спадзяецца, што вось у новай Беларусі, калі ўлада зменіцца, нарэшце ўсё будзе інакш і паўстане пытання той самай новай беларускай арміі. З якіх рэформаў, на вашу кропку гледжання, трэба пачынаць?
Если брать стратегически, ничего не поменяется прямо в одночасье. Вам смотрите и по Грузии, и по Украине, то есть менталитет все равно остается, да, могут задачи ставиться другие, но если говорить об устойчивости системы, да, а не просто разовой и формально, о том, что у нас поменялось все хорошо, то это реформа минимум на 15 лет. То есть это надо брать ребенка с 1 класса, воспитать как гражданина национально ориентированного. Это надо, чтобы он закончил военный вуз, ну, если мы говорим об армии, да, и только тогда это уже будет какая-то устойчивая, так скажем, реформа. Вот параллельно тут надо проводить и, понятно, перевооружение, и там обучение системы и так далее. Но если говорить об устойчивом изменении белорусской армии, да не только армии, это касается всех отраслей, на самом деле, экономики и жизни общества, то это минимальный срок, это 15 лет, повторюсь, когда реально 20. Ну, то есть поколение фактически, когда это будет действительно устойчиво. Что я понимаю под устойчивостью? Все люди прекрасные, замечательные, когда лайтовые условия вокруг, да, а когда начинается кризис, вот тогда всплывает все глубинное, что есть. А глубинное — это то, что тебе вкладывали с детства в голову, условно говоря. И, как правило, это вкладывание в голову и все твое бытие — это вот именно пропаганда и так далее. То есть даже это можно посмотреть, я сейчас говорю не про ебатик даже, нет, а как раз таки про противников Лукашенко в том числе. Все недооценивают почему-то пропаганду и чем они действуют. Я же говорю, можно себя красивым видеть, когда все хорошо, но человек и общество проявляется в кризисной ситуации. Вплоть до того, когда тебе там пистолет к виску приставляют, да, либо когда катастрофа в экономике, в обществе, там непонятно, что делать. Вот. То есть устойчивость добиться национальной ориентации можно через столько поколений. Фактически непрерывно воспитательной работы и трансформации. То, что говорят о реформах, там каких-то правовых и прочее, это само собой. Но поймите, если не будет доминантное преобразование общества самого вот, на устойчивый принцип, то все реформы, они посыпятся легко. Ну, это то же самое можно брать разговоры Конституции, да. Ну, жили мы по Конституции 94 года, но пришел дядя, который там просто используя психоустановки общества, поменял Конституцию под себя. Ну и что? Вот формально нам что-то это помогло, эта Конституция-то ничем не помогла. Так и дальше может быть, если это поменяется Конституция или там, законы, приказы, что угодно можно. Если не подготовлено общество, а это прежде всего информационная работа, да, информационно-психологическая, то любые законы, они у нас в одночасье в тартарары полетят. Поэтому я говорю, что если говорить о реформах, да, это никак не год, не два, не три, что власть придет новая и прям все радикально поменяется. Да, формально функционирование общества, конечно, можно поменять за год, за два, тут вопросов нет, там законы попринимать, там какие-то кокарды другие повесить. Но если мы говорим о действительно фундаментальном изменении в обществе национально ориентированном построении независимой Беларуси, то, на мой взгляд, это реально минимум 15 лет. Это касается не только армии, это касается и бизнеса, потому что людей для частной собственности тоже надо подготовить. Да? Люди привыкли к какой-то коллективной собственности, например. Это и касается просто социального взаимодействия между людьми, что хай начальник отвечает, а я выполню любой приказ. То есть мы, к сожалению, уже столетия подвержены вот этой совковой идеологии, которая очень серьезно в нас сидит. И чтобы это все выбить, это далеко не год. Можно посмотреть в постсоветские страны, где, казалось бы, прошли трансформации, все равно вон там и что там из последнего, там гей-парады эти избивают и так далее. То есть всегда эти факторы еще будут в обществе сидеть очень долго и доминировать, и себя их очень сложно выбить, если над этим не идет работа. А касательно, если брать уже непосредственно реформирование армии, повторюсь, нельзя так брать с кондачка, говорить о реформировании, если ты глубоко не знаешь всю ситуацию. Да, всю ситуацию это реально, придя к власти, только можно узнать, что у нас на самом деле происходит по ресурсам, по количеству сил, по внешнеполитической обстановке еще ладно, тут проще. Это нельзя сказать в одночасье, прямо эти реформы расписать вот сейчас, и все, у нас будет благоденствие армии. Нет, так не получится. Чтобы саму реформу проработать, как и любую стратегию, это надо минимум год-два нормальной, серьезной практической работы только на разработку стратегии, повторюсь. И разноплановых специалистов от образования системы, если мы говорим о вооруженных силах, то есть это от системы образования до непосредственно военных должны в этом все принимать участие. То есть вы же поймите, это комплексные задачи, очень сложные государственные задачи. И тот, кто он говорит, что там напишет реформу силового блока преобразования прямо на коленке сейчас, да, это можно почитать, это максимум это могут быть какие-то целевые установки, куда мы хотим двигаться, да, но никак. Чтобы понимать, как это, надо полноценно владеть ситуацией в стране. А, к сожалению, у нас все меньше и меньше данные по стране раскрываются, и поэтому это тоже проблема.
Можна тады пра будучыню яшчэ адно пытанне. Мы ж ведаем, што Беларусь гэта ў нас такі цэнтр Еўропы. Дык ці можам мы ў гэтым цэнтры Еўропы заставацца наогул нейтральнай краінай? Ці нам усё ж таки трэба выбіраць, з кім быць, з Расіі альбо НАТО? Ну вот то, о чем я говорю, что для Беларуси не может быть никакого союза. Любой союз Беларуси, если смотреть нашу историю, это угроза белорусскому народу, прямая, непосредственная. Даже не государственности, а именно народу. То есть были Речь Посполитая, шло ополячивание, шло переход в единое государство. Пришла Российская империя, шла русификация, переход в российскую государственность. И народ, самое худшее, я говорю, что народ может потерять государственность, но если он народ, как цельная самобытность, самопониманием, он ее восстановит. Если народ устраняется, так скажем, ну, его самопонимание, то и пшик от этой государственности он быстро развалится. То есть в любом союзе, в которых мы пребывали, это всегда была угроза уничтожения народа, как вот именно самопонимание народа, да, то есть это всегда было перетягивание. Да, это длилось не 1, не 5 лет, поэтому это для людей не видно. К сожалению, это большая проблема, что люди всегда смотрят максимум тут на месяц-два вперед, а не на 20-летие, тем более после своей смерти, что будет. Вот, поэтому любой союз для Беларуси, пока мы не станем самостоятельным, действительно сильно самостоятельным народом, это всегда угроза для белорусского народа. У нас нету союзников белорусов, кроме самих белорусов. И именно на это нужно ориентироваться, если мы хотим, чтобы дети, наши внуки жили как действительно белорусы, которые сами свою судьбу определяют, а не какой-то там Вася с востока, либо там, не знаю, Ян или еще кто-то там с запада, или с юга, или с севера. Поэтому нужно ориентироваться на себя, а это серьезный труд. И это действительно труд, в том числе и на защиту государства. Это дополнительные издержки. Издержки не только финансирования на свою оборону, условно говоря, да, но это издержки личные, то есть это пройти службу самому, вместо отпуска пойти в леса, там, по партизане, условно говоря, потренироваться. То есть это целый комплекс мероприятий и издержек, которые нужно провести для того, чтобы достигнуть того фактора, чтобы мы могли сами себя оборонять. Понятно, что, ну, условно говоря, армии России нам сложно будет противостоять, но защита государства — это не только вооруженные силы, там целый комплекс мероприятий. Да даже и военное применение сейчас расширяется, скажем так, когда можно и противодействовать даже не на своей территории, говоря как есть. Но чтобы это действительно было полноценным, мы действительно должны быть народом прежде всего. И понимание обороны должно быть в народе самом. В том числе, вот как мы говорили раньше, и территориальная оборона должна быть действительно сильно развернутая и готовая быстро развернуться, и это народно ориентированная была бы, так скажем, каждый человек бы понимал, что надо защищать государство, да, вне зависимости какая там власть, если кто-то слева-справа пришел, а не в смысле, что мы применим территориальную оборону для разгона этих протестующих против Лукашенко, как сейчас это пытаются переориентировать. То есть это сложная задача, повторюсь, это трудная задача. Это задача не пятилетки, как у нас пытаются там преподнести мы за год-два все. Это сложная стратегическая задача, на которую нужно идти, повторюсь, если мы хотим быть самостоятельными, чтобы наши дети жили там не вассалами кого-то, всегда смотрящим, у кого кредит перенять и как тут кого надурить, а действительно стали полноценным народом. Вот. Ну, по крайней мере, вот я только к этому движусь. Я не вижу Беларуси ни в ЕС, ни в России. Да, можно вступить в ЕС, и первых там 5-20 лет это будет все красиво, там, да, но один хрен, простите, это будет все равно перетягивание сначала кадров, потом экономикой, потом языком, потом другими социальными процессами. И в итоге там лет через 50 все равно это выльется, так скажем, в деформацию белорусского народа. Ну, повторюсь, надо свою историю знать и смотреть. Опыт у нас, к сожалению, трагический, только трагический и колоссальный. Куда бы мы ни вступали, ни влазили, это всегда приводило к плохим ситуациям для Беларуси. На локальных каких-то моментах, да, может быть, а на стратегических только проигрыш. Два караценькія пытанні вам на астачу на сканчэнне нашага выпуска. Парады з выкарыстаннем цяжкай тэхнікі. Вы за ці супраць? Ну, к парадам, честно говоря, я вижу в этих всех действиях только привлечение молодежи, так скажем, да, а сам парад, конечно, он не несет такой функции. На мой взгляд, если какие-то торжества вот такие военные проводить, то лучше проводить где-то в живом виде, на полигонах, там вот в налипках тех же, например, вблизи их, да, где-то, и устраивать как раз вот, ну, как шоу, скажем так, которые действительно детишки могли полазить, пощупать эту технику, да, не только дети, все мужики, они детьми остаются, скажем так. Ну, поездить на технике, да, посмотреть там какие-то представления боевые, да, и тому подобное. То есть я вот вижу торжества с применением техники именно в таком плане. То есть как показ живых этих возможностей техники, а не просто прогон по какой-то площади и по телеку посмотреть, кто там что проехал и попортить асфальт и так далее. Гаспадар Ягор, вы вядомы як ваенны эксперт.
І нават сённяшняя гутарка прадэманстравала, што вы шмат чаго сапраўды ведаеце, можаце распавесці, уяўляеце, што трэба рабіць і нават як. У новай Беларусі вы б пагадзіліся стаць міністрам обороны? Ой, дожить бы до нее, как говорится. Там уже посмотрим. Вполне есть люди, как скажем, тут смотря что ставить. У нас же министр обороны, это как бы военный руководитель, если там трансформацию брать по типу западному, что министр это управление САГШ все решает. Вот. Ну и повторюсь, что это, так скажем, уже следующий вопрос времени. Сейчас не до того думать, где ты там себя видишь. Может, это и не осилю, как говорится, либо доверия не будет и так далее. Вот. Тут вопрос кадровый, конечно, большой станет в перспективе, это однозначно. И это, кстати, вопрос и любителей иллюстрации, откуда набирать кадры, подготовки и так далее. То есть убрать всех легко и просто, а где найти подготовленных, компетентных управленцев, прежде всего военных управленцев, это большая проблема. Я уже не говорю, что то, что специалиста там подготовить, это лет как раз-таки 10-15 толкового. То есть проблема с кадрами станет. Ну, а о себе я в этом ключе даже не думаю сейчас. Другие установки. Зразумела. Ну, паглядзім. Будзе новая Беларусь, будзем думаць і глядзець на ўсё па-новаму. Вось такім выйшаў наш першы выпуск другога сезона падкаста «Глыбінны народ». Пакідайце нам свае водгукі ды прапановы на мэйл Цэнтра новых ідэй. Ну і не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Падпісвайцеся на нас у iTunes, SoundCloud, Spotify ды Google Podcasts. Усяго найлепшага. До свидания.